Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшнего кураторского часа — День памяти жертв политических репрессий. 5 апреля 1997 года президент Республики Казахстан подписал указ об установлении 31 мая Днем памяти жертв политических репрессий. И нельзя промолчать, как нельзя допустить повторение прежних ошибок. Жертвами репрессий стали представители самых разных групп населения, всех национальностей, проживавших на территории Советского Союза. Начавшись сразу после окончания гражданской войны 1919-1920 годов, репрессии продолжались в течение 2 десятилетий массовых за годы советской власти в той или иной степени подверглись репрессиям около 40 миллионов человек. В Казахстане с 1921 года по 1954 год, согласно статистике, было осуждено около 100 тысяч человек. При этом более 20 тысяч человек были расстреляны. Также тысячи были приговорены к заключению с командировкой без права Для казахского народа период массовых репрессий обошелся очень дорого. До революции прослойка образованных людей из числа казахов насчитывала всего несколько тысяч человек, многие из которых стали участниками движения Алаш. По статистике, репрессии с 1937 по 1939 годы было арестов 162 500 человек, расстрелов из 89 600 человек. Участники движения Алаш, которые хотели обеспечить развитие отсталого в целом народа. Репрессированные обвинялись в национализме, вредительстве, саботаже и шпионаже в пользу иностранных государств. Частыми были обвинения в антисоветской агитации и пропаганде, которые нередко исходили от других граждан-соседей, сослуживцев и просто знакомых. Известно, что в те годы проводилось много открытых, показательных судебных процессов над врагами народа, но основная часть репрессированных осуждалась тайно. Народ Казахстана бережно хранит память о миллионах соотечественников, пострадавших от политических репрессий. О тех временах подробно рассказывается в учебниках истории. На эту тему издаются книги, снимаются фильмы. В городах и в селах
устанавливаются памятные стелы. Все это нам очень важно для того, чтобы общество осознавало ценность мирного эволюционного развития и никогда не допустило повторения подобных событий.